Мокрая археология. Именно под таким названием готовится к открытию выставка в Национальном музее Республики Башкортостан. Что это значит? И вообще, какие мероприятия предстоят в 2025 году? Поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Михаил Гаухман, заместитель директора по научной работе Национального музея Республики Башкортостан. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас сегодня такое интригующее название, прямо в самом начале — мокрая археология. Возможно, это понятие некоторым из зрителей знакомо, но я полагаю, что не всем. Давайте расскажем, что это такое. Идет речь о деревянных предметах. Почему мокрая? Потому что дерево, которое сохранилось и нашли археологи, находят во влажных слоях. Это может быть ил, заболоченные местности. И это большая удача для археологов находить такие предметы, потому что большинство предметов, которыми пользовались люди в старину, мы даже можем вспомнить сельский быт традиционный, из дерева. Но до нас они не доходят, потому что дерево – это органический материал, и оно истлевает, исчезает, и поэтому большая радость для археологов найти деревянные предметы. Эта выставка «Мокрая археология» создана музеем-заповедником остров Град-Свияжск в Татарстане. Они предложили нам эту выставку. Выставка рассказывает о находках, о том, как работают археологи с этими предметами, их консервируют, реставрируют. И будет представлена такая большая лошадка на выставке. Это копия археологической находки. Плюс деревянные изделия находили и на территории Уфы, на городище Уфа-2. Музей-заповедник Древний Уфа предоставит для выставки берестяной короб, ну, то есть, проще говоря, да, корзинку, да, которая была найдена, реставрирована. И эти деревянные предметы, которые, может быть, на первый взгляд такие обычные, да, действительно уникальные, потому что дерево, повторю, не хранится, да, Какой давности это изделие, я имею в виду, каким веком датируется? Это средневековое изделие, на территории городища Уфа-2 найденное. Расскажите, я так понимаю, что именно вот это удивительно, что дерево сохранилось именно до наших дней. Расскажите, а каким образом оно именно сейчас хранится, и как оно, вот вы говорите, консервируется, и как его привозят сюда, например, в Уфу? Вот в каких условиях? Потому что, вы помните, да, Мамонтенок была, выставка такая в Национальном музее. Так Мамонтенка привезти — это целая операция требовалась. Вот здесь проще? На выставке будет представлена информация о деревянных изделиях, о том, как они работают, визуально-текстовые панно. А вот берестяной короб – это будет натурный экспонат. То есть, выставка будет представлять собой такое пространство разговора об археологии, о деревянных предметах. И на базе выставки мы будем проводить археологические мероприятия для детей, и не только. То есть это будет не просто выставка, можно будет еще и посетить какие-то мастер-классы? Да. Уже на открытие выставки 11 февраля к нам приедут специалисты из музея-заповедника остров Град-Свияжск, прочтут лекции по археологии и по работе с деревянными предметами, по реставрации их. И в дальнейшем будут проводиться мероприятия для детей в пространстве этой выставки. Михаил Владимирович, если говорить о том, что 2025 год объявлен Россией годом защитника Отечества, и у нас в республике годом поддержки участников спецопераций и членов их семей, вот какие-то мероприятия в этом контексте планируются? Да, мы постоянно пополняем раздел нашей экспозиции, посвященный специальной военной операции, находится в зале «Современная история Башкортостана». Благодаря общественным деятелям, которые нам приносят предметы из зоны специальной военной операции. Мы очень благодарны им. И у нас сейчас действует фотовыставка про своих, которую сделал наш сотрудник Леонид Юлдашев. Он летом прошлого года проходил обучение в школе военкоров. То есть он проехал по новым регионам, по зоне проведения специальной военной операции. На основе его материалов была создана фотовыставка. А вскоре после того, как он поучился в школе военкоров, он заключил контракт, сейчас проходит военную службу, оператор беспилотных аппаратов, как в народе говорят, дроновод.
И когда открывалась выставка, это было 14 января, открытие Года поддержки участников СВО в Национальном музее, его руководство, узнав об этом, дало ему отпуск, и он приехал на открытие своей выставки. Выставка работает до 23 февраля, и затем будет передана в другие музеи. Но есть еще и подготовка именно ведется к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Насколько я понимаю, и здесь тоже идет очень кропотливая работа, в частности, со знаменем башкирской кавалерийской дивизии. Да, мы готовим 2 выставки и представим отреставрированное знамя башкирской кавалерийской дивизии. Тут нужно сказать, что в 1942 году в Деме, когда готовилась башкирская кавалерийская дивизия, ей было изготовлено и выручено знамя. Это знамя 23-24 февраля 1943 года во время выхода из Дебальцевского рейда бойцы спасли, вынесли. И знамя было передано в Национальный музей Республики Башкортостан. Несколько месяцев назад мы направили знамя на реставрацию в Москву, и к 9 мая знамя вернется из реставрации, и мы представим отреставрированное знамя в Национальном музее Республики Башкортостан. Это будет важное событие, потому что боевое красное знамя башкирской кавалерийской дивизии – это реликвия для всех нас. И мы готовим 2 выставки. Основная выставка начнет свою работу к 9 мая. Она называется «Подвиг, память, правда». Покажет поэтапно основные события Великой Отечественной войны и Башкортостан как тыловой район также. И мы хотим представить и личные истории людей того времени. То есть с каждым периодом Великой Отечественной войны мы соотнесем личные истории, которые не могут не тронуть посетителя. Кроме того, будут представлены инсталляции, и мы планируем и посетителей вовлечь в активность, чтобы они могли, например, отправить письмо своему дедушке-прадедушке-фронтовику. Он еще не знает, что достигнута победа, то есть он еще на фронте, и мы пишем ему письмо. То есть мы дадим возможность посетителям написать имя своего предка, героя войны, труженика. То есть это можно будет отправить послание с тем, что рассказать, что вы победите, да? Правильно понимаю? Да, как подбодрить. С такими победными новостями, да? Да. И это основная наша выставка. Кроме того, к книжной ярмарке «Китаб-Байрам» мы тоже готовим выставку, посвященную книжной культуре. То есть тому, какие книги, газеты, журналы выходили во время войны, что писали, вспоминали о войне представители поколения Победы, и как впоследствии писали о Великой Отечественной войне, что писали историки, что пишут историки. Этой выставки пока нет названия, то есть она находится в работе, так что будет очень интересно, и мы ждем всех к 9 мая и до, и после на выставках Национального музея. То есть у нас идет поток выставок. Действительно, в Национальном музее очень насыщенная жизнь. И сейчас в нашем 21 веке настолько неординарный подход, что один из самых интересных экспонатов, я не знаю, вот сейчас он выставлен или нет, это именно живые пчелы. До сих пор есть или уже нет? Да, в Национальном это музее тоже один из... несколько месяцев назад появились живые пчелы, то есть они успешно перезимовали. И как настанет весна, мы откроем такой как туннельчик, и они будут опылять деревья, цветы во дворе музея. Ну, вот живой экспонат. Расскажите, пожалуйста, вы нам проговорили о том, что очень много действительно мероприятий, очень много выставок планируется. Держателям Пушкинской карты, все ли они доступны? Все доступны, и у нас есть специальные проекты для молодых людей, держателей Пушкинской карты. Музейный десант. То есть сотрудники музея могут выехать в города, районы республики, провести мероприятия. И, покоряя Уфу, держатели Пушкинской карты приезжают в Уфу, посещают Национальный музей, его филиалы и проходят экскурсию по достопримечательностям Уфы. То есть среди сотрудников музея есть аттестованные городские экскурсоводы, они получили специальный бэдж от Министерства предпринимательства и туризма, то есть дали аттестацию и могут проводить такие экскурсии.
То есть экскурсии включают в себя посещение арт-квадрата, памятников генералу Шаймуратову, Салавату Юлаеву, монумент дружбы, другие достопримечательности. То есть такая программа по Корею Уфу очень интересная. Михаил Владимирович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились теми новостями, которые ожидаются в ближайшее время в Национальном музее Республики Башкортостан, теми выставками, которые развернутся у вас. Я надеюсь, что нашим телезрителям будет интересно посетить их и посмотреть, потому что действительно экспонаты очень интересные. Это и само название «Мокрая археология» уже привлекает. Плюс еще и о том, что к 9 мая появится отреставрированное знамя башкирской кавалерийской дивизии, а при этом еще и возможность написать письмо своим предкам о том, что держитесь, победа. Это немного, может быть, фантастично звучит, но очень трогает сердце. Спасибо огромное. Спасибо. До новых музейных встреч. До встречи в музее. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.